Ситуация вокруг ГБАО продолжает накаляться. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что вызвало шок на этот раз. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. 7 из 13 задержанных гражданских активистов, членов комиссии 44, доставлены из Хорога в Душанбе, сообщили источники. 3 независимых друг от друга источника 6 июня подтвердили, что задержанные активисты подозреваются в получении финансовой помощи из-за рубежа и будут содержаться в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. В настоящее время известны имена и фамилии 5 задержанных гражданских активистов Горно-Бадахшанской автономной области. Фарамуз Эргашев, юрист и незарегистрированный кандидат на выборах президента Таджикистана в 2020 году. Хурсант Маматшоев, брат журналистки и активистки гражданского общества Ульфатханим Маматшоевой, которая также находится под стражей. Манучехр Халикназаров, глава Ассоциации юристов Памира и член коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане. Музафар Мубаракшоев, гражданский активист ГБАО. Бахтавар Бахтиеров, гражданский активист ГБАО. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь если перечислить достижения этих людей, то никак террористов они не напоминают, они борются за права населения. Как вы думаете, почему это все происходит? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В конце прошлого месяца 13 членов комиссии 44 были вызваны в прокуратуру Хорога. После допроса некоторые из них были водворены в СИЗО. Их обвиняют в получении денег от Мухиддина Кабири, председателя запрещенной в стране партии Исламского возрождения Таджикистана и Национального альянса Таджикистана, сказал источник, который предпочел остаться неназванным из соображений безопасности. Власти задержания гражданских активистов не комментируют. Государственные телеканалы обвиняют членов комиссии 44 в том, что получали инструкции и деньги из-за рубежа для организации массовых протестов в Хороге и Рушанском районе. Оппоненты Душанбе эти обвинения считают беспочвенными и попытками оправдать свои незаконные преступные действия. Близкие к комиссии 44 люди также опровергают заявление о том, что гражданские активисты ГБАО получали финансовую помощь от находящихся в Европе оппозиционных партий и групп Таджикистана. По словам одного из них, не оппозиционеры, а трудовые мигранты из Бадахшана оказывали поддержку деятельности комиссии 44 и справедливому расследованию ноябрьских событий. Только мигранты оказывали помощь комиссии 44. Деньги отправлены в рублях, у них имеются все банковские документы о том, когда и от кого были получены, как были израсходованы эти деньги. Каждый человек желает справедливости. Комиссия 44 представляет интересы таких людей, сказал источник, близкий к комиссии 44. В комиссию 44 в основном входят активисты и представители гражданского общества ГБАО. 6 из них являются членами группы следователей Генеральной прокуратуры и военной прокуратуры, которые расследуют ноябрьские события в Хороге. Ситуация в ГБАО остается напряженной с тех пор, как 25 ноября 2021 года в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошткалинского района ГБАО был убит местный житель Гульбидин Зиебеков, после чего начались протесты. Члены комиссии 44 являются главными переговорщиками с властями. При их посредничестве завершилась 4-дневная акция протеста в Хороге. Однако расследование убийства Гульбидина Зиебекова и еще 2 жертв ноябрьских событий продолжается по сей день, что вызывает недовольство гражданских активистов работой следственной группы. Как вы относитесь к тому, что этих людей перевели в Душанбе, значит им точно грозит наказание, учитывая правосудие у нас в стране? А вы как думаете, виновны ли эти люди и что с ними станет? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.